Такому темпу работы можно даже позавидовать. Меньше чем за месяц на этом участке залили фундамент и начали строить стены, возвели и ограду. Правда, простояла она недолго. Визит представителей мэрии рабочих застал врасплох. Им объяснили, что данный участок не числится в частной собственности. К тому же расположен в охранной зоне нефтяных скважин. Стройку сразу же приостановили. Рабочие утверждают, что документы на участок у их работодателя имеются, но затем выяснилось, что он является их родственником, а участок куплен у другого человека около 2 месяцев назад. Samet käsin och anta 750 000 del участка ju iki yashdu pide formet dina idirga yo ashdella где-то 700 000 далял от метка. Та сомнение участна да схильче учитер да сери это ясно. Закон на кияш до 2006-2007 года дюн да кияш долшду стройки мегаду хэта масана вау участка анта соша ячун эл соша кияш до бохо айду дел до бохо кияш. Самого хозяина в республике не оказалось, приехал его сын. Документы на участок действительно имеются, но их подлинность у представителей мэрии вызывает сомнения. За разъяснениями пришлось обратиться к предыдущему хозяину. По его словам, весь пакет документов он собрал еще в 90-х. Октябрьский райисполком. Ну, 90-е годы, там я на экспертизе 90-е годы делали. Фальсифицированные документы подлежат экспертизе. В данном случае на этих земельных участках, на этих землях в 90-м году шла добыча нефти и не могло никак тут предоставляться земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Подобный захват земельных участков зафиксирован не только здесь. Вся охранная зона нефтяных скважин разделена на квадраты. Однако незаконную распродажу здесь же пресекли. Официально предоставленных земельных участков мэрии города Грозного ни одного пакета документов нет на этой территории. Захвачены земельные участки физическими лицами под индивидуальное жилищное строительство, а также ведется незаконное строительство. Представленные документы подозревают сомнения в связи с тем, что нету архива после проведения антитеррористической операции. Представляются документы, но откуда берутся, это сказать сложно. Видно, каждый человек, который их представляет, лучше будет знать, это будут разбираться следственные органы. Охранная зона по площади занимает около 5 гектаров. Всего здесь 27 нефтяных скважин. И каждая из них, по словам специалистов, представляет большую опасность для человека. Выделение участка в этой местности даже теоретически невозможно. Консервированные, ликвидированные. И все эти скважины представляют из себя опасность в плане того, что они в любое время могут создать техногенную обстановку. На время эксплуатации, ликвидации, консервации там 0,36 гектаров. Это охранная зона возле самой скважины, которая находится. 27 скважин, и они хаотично разбросаны. Естественно, здесь не может быть никакое выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Уже с завтрашнего дня начнется работа по сбору правоустанавливающих документов. Все липовые разрешения и акты на земельные участки будут переданы в судебные и следственные органы. Заборы не ограждены, но вкопаны столбы. Неоднократно мы и через ТАО искали хозяев этих земельных участков, но лица не были установлены. Ни в каких базах они не числятся. Скорее всего, вот некоторые места, похоже, еще документы не сделаны, так сказать, а готовятся, скажем так. И эта работа, я бы назвал бы ее по упреждению, которое мы сегодня проводим, по упреждению самовольного занятия земельных участков. Если нами будут выявлены лица здесь или будут выявлены документы, уже изготовленные на эти земельные участки, мы, конечно, немедленно примем меры. Столбы, которые служили неким обозначением границы незаконно занятых земель, снова пришлось убрать. Однако на этот раз контроль за этой территорией будет строгим. В Комитете земельных отношений мэрии столицы намерены решить эту проблему раз и навсегда. Хамзат Аюбов, Хаважа Мунаев. Новости.